1 апреля в одном из учебных образовательных учреждений города Сыктывкара, я говорю о школе, произошел факт отравления 2 несовершеннолетних девушек во время учебного процесса, собственно говоря. И что нас особо обеспокоило, по оперативным данным, наркотическое средство, а мы говорим о курительной смеси, распространял и предложил ученик этой школы. Почему не говорим мы, не называем конкретно номер школы, не называем учебное заведение, потому что нельзя говорить, что эта школа хуже, а другая лучше, в другой нет. На самом деле эта тенденция наблюдается на протяжении 2 последних лет, то есть лавинообразное распространение новых курительных наркотических веществ, это спайсы и курительные смеси. То есть на самом деле в настоящее время с нашего наркорынка уходят традиционные наркотики, и их полностью, не полностью, а в подавляющем большинстве заменяют синтетические наркотики, которые более доступны, которые во много раз дешевле и которые распространяются наиболее удобным и наиболее приемлемым для нашей молодежи способом через сеть интернет. Хотелось бы отметить, что мы все должны понимать, что вот эта ситуация, именно непосредственно, о которой мы сейчас разговариваем, по факту чего мы сейчас собрались, да, она же не возникла вот на ровном месте, вы поймите. Она какой-то длительный промежуток времени, она уже зрела, и не только в этой школе, как было отмечено, но и в других. У нас фактически за прошлый год, за этот год фиксируются факты неоднократных отравлений. Я хочу отметить, что это не передозировки наркотическими средствами, это отравление. Те химические средства, которые сейчас выдаются как наркотические, да, которые идут в незаконный оборот, они очень, как можно сказать, психоактивны, да, и не для психики той же самой молодежи, да, которая первые, да, они представляют изначально смертельную опасность, они каким-то образом там при увеличении там дозировок и все. То есть даже одного разового факта употребления данных химических веществ может привести к летальному исходу не только ребенка, но и взрослого человека. Мы можем сейчас вам с полной уверенностью сказать, что мы фактически на 90% знаем, откуда поступило это наркотическое средство. Да? Мы в данном направлении проводим все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. То есть... По факту сразу же вы выезжали и да, провели? У нас выезжала оперативно-следственная группа, да, в составе и работников следствия, и экспертно-криминалистических подразделений, в том числе и оперативных служб. Да, мы фактически установили полностью все обстоятельства, которые предшествовали, да, именно употреблению. И на настоящий момент можем сказать, что опять же, теми мероприятиями, которые мы провели, да, исключить повторение этих же фактов фактически невозможно. То есть, чтобы исключить это, надо не дать подростку выйти в интернет, да, и заказать ему, эти самые наркотические средства.